Мы ездили на плей-офф, в котором участвовали 4 победителя из 2 зон, первые и вторые места. И там уже разыграли первое место, чемпионы Татарстана. Мы победили Бииктау, Казань, очень сильную команду, укомплектованная ребятами из Казани. Игра была тяжелая, в третьем периоде мы их одолели только. После этого мы играли с победителем пары Елабуга-Лениногорск. Победитель Лениногорск вышел, мы с ними потом сразились за первое место. Там вообще очень было тяжело. 2 периода, первый период 0-0, второй период 1-0. И третий период они, конечно, сели верхом, начали атаковать, захотели отыграться. Но мы построили ту схему, которая нас устраивала. И при этой системе мы забили им 2 гола. Потом и 4-й забили в пустые ворота. Все 4 команды равные, слабых вообще не было. Чуть малейшая ошибка, и сразу гол получишь, потом попробуй отыграйся. Мы, наверное, победили, потому что мы чуть-чуть больше захотели победить, чем соперники. За 2 игры, если мы пропустили всего 2 гола, значит, команда сыграла очень мощно, очень дисциплинированно. Игровая дисциплина была, будем говорить, на пределе, жестко. Они выполнили установку полностью тренера, что меня это очень радует. Ребята все, отметить практически некого, все отыграли на 100%. Октаныш егетләре бармы? Октанышта туу үскән. Да. Мальчики октанышские у нас вообще прилично сыграли. У нас за Киев Гадель стал лучшим игроком турнира. Ахметов Адель сыграл хорошо, очень хорошо. Даже все люди, которые смотрели, не ожидали, что сыграют мальчишки октанышские. Все волновались, что дома играют они хорошо, но на выезде вдруг начнут волноваться. В общем, соревнования на большом уровне. Все-таки первенство Татарстана, разыгрывается чемпионское звание. Ну, все очень хорошо сыграли. Вратарь вообще выстрелил. Он очень порадовал меня. Юткин Ваня, он с Нефтекамска. Живут, учатся все в школе номер 1, местные во 2 школе. У нас очень дружная команда. Никаких конфликтов. Вот за 3 года у нас не было ни одного конфликта. Я их в 2018 году набрал после тренера Волкова. Первый год у нас был неудачный, 6-е место мы только завоевали. 2-й год мы шли по потерянным на 1-м месте, но пандемия в конце, мы не доиграли немножко. Ну и 3-й год, наконец, выстрелили. В прямом смысле выстрелили. Молодцы мальчишки. 18 человек, у нас некому сидеть. Все играют. 2 вратаря и 16 полевых, но все они играют. 6 мальчишек у меня с прошлого года, 6 уехало. 2 в Челябинске играют, в школе Макарова. Очень так хорошо. 2 играют в Казани, в Волне, в Юхаэле уже. 1 в Уфе. Домой вернулся. И 1 вернулся в Сибирь, в Иркутск. Очень неплохо играют. Родители мне присылают просмотровые. Ну и вот сейчас у нас есть 2-3 мальчишки, 2-3 парня, молодых человека, которых можно показать в другие хорошие клубы. В становлении команды мне помогли в первую очередь, это, конечно, Фаттахов Энгель Навапович. Это в первую очередь. Потом Арамиль Ахметович Галиев, это директор дворца, это наш фанат, как он
как он в финал плакал. Воспитатель команды, 3 года. Она во всех, это Нурмеева Флюра Фаатовна, она во всех делах, короче, и по питанию, и по школе, и по быту, и обстирывает их, и обглаживает их. У меня такие пожелания насчет команды, чтобы мальчишки дальше играли, дальше росли, как уж там сложится их жизнь. Кто-то в учебу пойдет, кто-то и в хоккей будет играть. Ну, в общем, вот такое все, чтобы у них будущее сложилось. По крайней мере, они уже стали хорошими ребятами. Все-таки 16 лет, они уже, во-первых, без зловредных привычек, не курят, ничего. В общем, без зловредных привычек.